Рустам Фаритович, здравствуйте. Уже подходит к концу работа Международной транспортной конференции в Астане. Осталась последняя буквально сессия. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о работе конференции. Что для вас было интересно и чем эта конференция может быть полезна для вашей профессиональной деятельности? Добрый день. В первую очередь вы правы, что эта конференция очень значимая для всего транспортного сообщества Астаны. Да не только для сообщества Астаны, но и для каждого жителя города Астаны в целом. Ведь пользователи общественного транспорта, пользователи вообще транспортных систем города – это все население. Уровень мобильности города достаточно высокий сейчас, в настоящее время. Но каждый житель ежедневно сталкивается либо с автобусом, либо с ITS, либо с системой обеспечения парковками, о которой мы говорим. Есть парковка, нет парковка, очень много шума, очень много вопросов. Но рано или поздно мы приходим к тем тенденциям, к которым идет весь мир. Так вот, тенденция развития транспортного комплекса города Астаны, который сейчас проводится конференция с привлечением международных лучших экспертов, лучших мировых практик, она позволяет каждому жителю города Астаны все-таки разъяснить, объяснить и показать тот тренд, куда мы идем. Так вот, та конференция, которую мы сейчас проводим, она позволяет ответить на главные вопросы. А как это в мире? А что оно дало? Ведь впервые внедряются платные парковки, впервые внедряется электронная система оплаты проезда. Многие не верят, многие не знают, многие не понимают технологий и систем, которые уже во всем мире давно работают. Мы не внедряем ноу-хау, мы не экспериментируем, мы лишь делаем то, что должны делать, и уже потребность к этому не за горами, она уже была вчера. Поэтому те технологии, которые мы сейчас озвучивали, те системы, о которых рассказывали, они отвечают всем мировым стандартам. Они отвечают всей той мировой практике, которая ведется во всем мире. Так вот, если кратко и очень просто сказать, у этой конференции, она в первую очередь для людей, для жителей города и для транспортников. Отлично, спасибо. Рустам Фаритович, а какие темы и какие спикеры были интересны лично вам? Ну, на самом деле, я честно скажу, как говорится, с уважением в первую очередь к вам, мне действительно было приятно услышать, очень много делается совместно. Но та работа, которая вами проведена за этот период, она проделана достаточно большой и емкой, а самое главное эффективной. Поэтому мы вам благодарны. А с точки зрения все-таки иностранных, тех, кто выступал у нас, очень интересно рассказывали про систему LRT. Иштван-Ксузи. Очень важно рассказали нам опыт Москвы. Все-таки привели примеры такси. Наболевшая тема, очень многие про нее говорят, очень многие рассуждают о ней. Хорошо, плохо, как лучше, а давайте ничего не делать, давайте сделаем Uber, InDriver. Но все-таки вот вам пример хорошей Москвы. Он качественный, интересный, а самое главное, он эффективный, он работает. Во-первых, тот же менталитет, который у нас. Те же проблемы, которые у нас по законодательству, те же условия, которые у нас есть по транспорту, по трафику, мы очень похожи. Я, конечно, не могу сказать, что мы как Москва такие же большие, но это и есть наш плюс. Раз мы не такие большие, у нас есть возможность сделать все еще качественнее. Мы можем посмотреть эффект Москвы, мы можем посмотреть эффект других городов, в том числе Лондона, Сингапура, и применить его к себе. Поэтому система такси – это, наверное, один из элементов, который очень сильно сейчас стоит на приоритете в нашей компании и вообще в Астане в целом. Это визитная карточка, как было сказано исполнителем Александром Иванесовым. Это именно Strategic Partners Group, которые большое участие приняли в московской системе. Они сказали главное, то есть насколько хорошо ходит общественный транспорт, настолько эффективно отношение к транспортной системе и к городу в целом. Поэтому город, уже говорилось, город – это и кровеносная система, город – это и технологии, город – это и люди и так далее. Многое разное говорилось, например, Систра, да, как они применяли решения по транспортному планированию, это тоже важно. Так вот, если так резюмировать примерно выступление каждого спикера, каждый из них внес большую лепту уже в тенденции развития транспортного комплекса Астаны. Каждый из спикеров дал разъяснение, в том числе и специалистам транспортного комплекса, о том, как это было за рубежом и с какими проблемами они столкнулись. Они дали рекомендации уже, я думаю, в конце сессии, в конце заключения конференции. Мы также попросим экспертов, мировых лидеров в разных отраслях, именно по своей специфике, дать нам рекомендации более расширенные, более подробные о том, как мы движемся, куда мы движемся, какие приоритетные направления нам еще стоит рассмотреть.
Отлично. Рустам Фаритович, это первая конференция UITP в Астане, в Казахстане. Как вы оцениваете, что именно интеграцию Астаны, города, в международное транспортное сообщество и именно сотрудничество с международной организацией UITP? Вы знаете, наверное, самое важное и самое интересное можно сказать о том, как мы приняли участие в Миланском конгрессе UITP, который так называемые транспортные Олимпийские игры или транспортный ООН. Так вот, я вам могу с уверенностью сказать, это подведение итогов о популярности выступления, о популярности информации, той, которая была востребована, люди интересовались. Астана заняла второе место после выступления генерального секретаря. Вот представьте, насколько народ, мировое сообщество, насколько интересно именно то, что творится в Астане. Это не только популяризация внутри Казахстана или сказать, заявить о себе. Это популяризация по всему миру. Это бренд Астаны, это бренд транспорта города Астаны, это бренд Астра, который сегодня был презентован, который, я думаю, приживется в этом городе, и люди будут знать, что если там написано Астра, то значит там есть качество, эффективность и благополучие для каждого человека, то есть и безопасность в первую очередь. Вот основные элементы. Мы не зря сегодня услышали приветственную речь акима города Астаны, который сказал о главных вещах, о главных трендах Астаны, в которых ключевым является развитие общественного транспорта. И поэтому то вступление Астана, ЛРТ, Астры сейчас уже в настоящее время в состав Международного союза общественного транспорта подчеркивает те тенденции, те тренды, к которым мы стремимся и идем дальше. Спасибо, Рустам Фаритович, за ваше интервью. Я желаю вам дальнейшей плодотворной работы и успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.